день, с вами Five O'Clock. С вами я, ведущая Пога Топыгуля. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний Национального медицинского университета имени Богомольца, заслуженный врач Украины, Голубовская Ольга Анатольевна. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам на передачу. Спасибо за приглашение. Тема нашей сегодняшней передачи – это инфекционные болезни. О чем вы могли еще поговорить? Но я хочу начать с того первого вопроса, который вы задали. Что наиболее актуально сейчас для Украины? Надо сказать, что в Украине сейчас ситуация с инфекционными болезнями не очень благополучная. Мы это слышим из средств массовой информации. Да. Бесконечные вспышки, бесконечные катаклизмы, связанные с различными эпидемиями. Бывает, даже периоды в новостях передают. Это создается впечатление, что у нас постоянная борьба с какими-то инфекционными заболеваниями. Что это бесконечный процесс, совершенно верно. И это действительно так. Даже Всемирная организация здравоохранения определила Украину единственную из европейских стран в так называемый второй уровень ответа на чрезвычайные ситуации. Если вы посмотрите на сайте ВОЗ, там кроме нашей страны, все остальные это страны, там, где есть серьезные конфликты, как Сирия, и все африканские страны. Связано это... То есть мы с ними, с Африкой? Да, совершенно верно. Такое длительные запреты на проверки всевозможных предприятий, в том числе и те, которые производят продукты питания, привели, например, к тому, что в прошлом году мы впервые столкнулись со вспышкой ботулизма, промышленного производства. Это вообще впервые, даже в 90-е годы такого не было. Обычно ботулизмом люди заражаются, когда употребляют продукты, которые они консервируют сами. Но когда речь идет о промышленном производстве, то это уже, извините, национальная безопасность страны. Конечно, а информацию наша Господрепслужба получила не официальным путем, а чисто случайно. То есть это совершенно недопустимые вещи. А как же так случилось? Но вот это то, о чем я говорю. Коммуникации между теми структурами, на которые была разделена это наша санитарно-эпидемиологическая служба, они между собой очень слабо коммуницируют. И когда проводятся какие-то реформы, то это тоже надо учитывать. Правда же? Надо все учитывать. Но может быть это только начало, может быть мы вот как-то но это начало уже длится глобального изменения. Мне так кажется, что начало все-таки должно иметь какую-то конечную точку. Когда начало бесконечно долго длится, то это уже не начало, это уже процесс, понимаете, какой-то. Поэтому, конечно, я очень надеюсь, что все-таки, если мы этот вопрос не исправим, то ботулизм просто это не самое страшное, понимаете? А что страшно? А все что угодно может быть. А что, мы с вами защищены от каких-то диверсий? Я, например, не получила ответа, и как и многие, и никто, собственно, не получил ответ, чем же были отравлены дети в школе. Вот когда внезапно на линейке все упали в обморок, это явно было что-то неинфекционного генеза. Что это такое было, мы об этом до сих пор не знаем. Все что угодно может быть. Страна должна быть к этому готова. К сожалению, пока что вот такой уверенности, что мы находимся под защитой какой-то, у меня, например, совершенно нет. Это первая причина такой неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Вторая причина, тоже очень серьезная, это низкий уровень вакцинации. Опять-таки вы знаете, что Всемирная организация здравоохранения включила нашу страну наряду со всеми там африканскими, опять-таки, странами в число тех стран, где менее 50% уровень вакцинации от многих детских инфекций. И, естественно, поэтому мы столкнулись с эпидемией кори. Это самая настоящая эпидемия. Эпидемия очень тяжелая. Она гораздо серьезнее, опаснее и тяжелее, чем та, которая была последняя в 2005-2006 год. Болеют и дети, и взрослые. Погибают и дети, и взрослые, в отличие от тех лет. Но это, да, не так вот, как это сказать, не то, что небезопасно, это люди от этого умирают, и нужно это сказать честно, откровенно и громко.
Ну, это очень, понимаете, когда уже развивается эпидемия, ее остановить, особенно в наших условиях, очень сложно. Я не буду сейчас вдаваться в чисто профессиональную такую дискуссию, она достаточно сложная. Но может, люди не знают, куда обращаться за вакцинацией? Дело все в том, что у нас нет бесперебойной поставки вакцин в страну. Понимаете? Вот в чем дело. У нас в течение 2015 и половины 2016 года не было в страну завезено ни одной дозы вакцины от кори. Поэтому я вообще никогда не приемлю таких методов каких-то, знаете, ну как вам это точнее сказать, методов насилия, методов такого, то есть государство это насилие, это правильно, и без этого страна не может существовать. Государство должно обеспечивать свои функции прежде всего, да, и должно требовать от населения выполнять законы, в том числе и законы, например, об защите населения от инфекционных болезней, где прописано, что мы должны там все вакцинироваться и все. Но вот это в рамках национальной безопасности. Конечно, инфекционные болезни – это одна из составляющих частей национальной безопасности страны во всем мире. И биологическое оружие, хотя бы оно запрещено Конвенцией 1976 года, но ради бога, в каком неспокойном мире мы живем. Мало ли кто нам обещал нас с вами защитить всякими там конвенциями и чем угодно, да, и никто нас не защитил. Сейчас, что творится в мире. Конечно, поэтому страна должна как бы сама себя защищать. Так вот, то есть государство должно требовать выполнения закона от населения, но для этого государство должно выполнять свои обязательства перед населением. Поэтому, понимаете, когда... Другими словами, нужно вакцинироваться, никто не против, все идут. Дайте вакцины. Совершенно верно. Другими словами, когда я сейчас слышу о том, в том числе от наших там юристов каких-то, что вот они, давайте мы будем наказывать тех, кто невакцинированных детей ведет в школу и так далее, это правильно. Хотя это не во всех странах приветствуется, но есть страны, которые за этим очень сильно смотрят и наблюдают. Америка, Европа, Великобритания, Германия, без этих вакцин ни в один садик, ни в школу, верно, абсолютно тем более правильно. в университет. А в Америке, в Англии и в Европе есть такая ситуация, когда 1,5 года в стране нет вакцины, скажите? Ну, наверное, я скажу, не знаю, но, скорее всего, нет. Ну, такого просто там быть не может априори. Это абсолютный нонсенс. Победить путем иммунопрофилактики ту или иную инфекционную болезнь можно только в том случае, если эта иммунопрофилактика будет постоянной, беспрерывной, систематической и длительной по времени. Системной. Но системной не год, не 2, не 3, а 10, 20 и 30 лет. Понимаете? Вот Америка единственная страна в мире, которая не объявили, что в 2016 году, что они первые элиминировали корь на своей территории. Они объявили это? Они это объявили. Понимаете? И когда к нам в клинику приезжал очень известный американский профессор, наш друг, можно сказать, да, мы с ним журнал там выпускаем общий. И когда я его завела в нашу клинику через пропускника, там принимают больного с корью, я его сразу схватила через другую дверь, завела в стационар, так он не мог успокоиться. Во-первых, что корь, которую, наверное, он никогда не видел в своей жизни. Во-вторых, что корь взрослого. Это абсолютный нонсенс для цивилизованных стран. Поэтому только постоянно действующей системой. И тогда у населения будет уровень, в том числе и доверия к вакцинации, понимаете? Потому что у нас, конечно, существуют антивакцинальные кампании, есть объективные к этому причины, есть немножко такие нагнетаемые субъективные причины. Но я еще раз говорю, насилием это преодолеть невозможно. Это
возможно повышать доверие. Ну, вот как вы скажите, даже доверие повышать в отношениях между людьми нужно как-то по-человечески или путем насилия? Ну, конечно, нужно объяснить, нужно конечно, рассказать, совершенно верно. нужно показать, конечно. какие последствия могут быть. Абсолютно Но с правильно. людьми надо работать. Поэтому... Нужна бесперебойная поставка вакцин и вакцин хорошего качества, чтобы у людей не было вот этого такого вот отторжения. Вот пока мы не наладим вот эту вот систему, нам будет очень тяжело как бы сдерживать, я не люблю слово побороть, инфекционные болезни мы не можем, но сдерживать. Потому что я помню, например, 90-е годы беспрецедентную вспышку дифтерии. И я повторяю, когда уже начинается эпидемия, ее остановить... Практически невозможно. Ее можно. Понимаете, но можно действительно, но очень сложно, потому что в конце 80-х годов в Швеции началась вспышка дифтерии, но они ее локализовали за несколько месяцев. Но это что означает остановить или приостановить? Это инвестиции, это вложение, это выделение дополнительных средств на борьбу с этими явлениями, скажем так. У нас дифтерия как началась... Здесь, получается, нужно сравнить, все-таки сделать это, как вы говорите, на систематической основе, системной, да, вот выделение денег и так далее, а не бороться уже дополнительно, применять какие-то дополнительные инвестиции на борьбу для того, чтобы преодолеть то, что не могли сделать на уровне постоянном. Ну вот, возвращаясь к этой дифтерии 90-х, она была у нас около 10 лет, и без конца вот шла эта эпидемия, параллельно шла вакцинация, и тем не менее она как началась, вот в течение 5 лет она была достаточно интенсивна, потом она постепенно, пока накопился коллективный иммунитет, она стихла. Поэтому, стихла, не исчезла, стихла. Видите, сейчас опять начинается, у экспертов есть очень серьезные как бы такие опасения, что она может вернуться. Но если в 90-е годы у нас было большое количество сыворотки, так, противодифтерийной, то сейчас, вы знаете, у нас иммунобиологических препаратов для лечения практически нет. Не хватает. Их очень мало. Их не просто не хватает, их капля в море. А дифтерия – это не ботулизм. Если дифтерия начнется, то это будет достаточно серьезная, скажем так, ситуация. Так все-таки что мы посоветуем нашим телезрителям? Вакцинироваться или все-таки… Обязательно вакцинироваться. Вакцинироваться надо обязательно. У нас просто… Ну, наверное, все-таки смотреть, что это за вакцина. Ну, конечно, да, но естественно, что потому люди… что здоровье человека – это его здоровье. Понимаете, особенно дети, особенно когда реагируют дети, то, естественно, родители хотят более качественные вакцины. Мы, кстати, до 2014 года получали вакцины европейских производителей. Вот а к какому специалисту обращаться, например, в селе, в маленьком городе? Или лучше не обращаться, а сразу ехать? А вы не сможете поехать, вы никуда не сможете поехать. Вы сейчас все должны иметь своего семейного врача, и без семейного врача вы не сможете никуда поехать. То есть, если, вот независимо какое заболевание, все-таки семейный врач? Конечно, а семейный врач уже на свое усмотрение будет посылать к узкому специалисту или не будет посылать к узкому специалисту. Я вам хочу сказать, что у нас люди просто… Но мало того, что огромное количество людей, которые живут в Украине, вообще не выезжали не только за пределы Украины, они выезжали за пределы даже своего района, где они живут. Да, есть такие. Те люди, которые часто ездят и считают себя такими продвинутыми, как принято говорить, да, разъезжают там везде, бывают, они не так часто обращаются за медицинской помощью. Они не знают сути оказание медицинской помощи за рубежом, а видим мы все это только в красивом телевизоре, как там, естественно, вторичный уровень оснащения там не идет ни в какое сравнение с нашим. Точно так же, как и экстренная медицинская помощь, скорая помощь, действительно оснащение. Да. И все это, нам до этого еще просто как до неба, потому что прежде всего это финансы. Окей, хорошо, но вот нету пока семейного доктора, обращаться, ну хотя бы в лабораторию
может идти самому сдавать какие-то анализы? Что же делать? Так вот, я закончу свою мысль. Так вот, во всем мире так. Человек идет к семейному доктору, пожалуйста, в любой момент. А вот к узкому специалисту там попасть очень тяжело. И к узкому специалисту, если у вас нет неотложного состояния, там очередя месяцами. Это правда. Месяцами просто. И да, умереть, как образно говоря, не дадут. Приедет экстренная медицинская помощь. Все остальное, болит у вас ухо, рассечена у вас голова, вы сидите, истекаете в очереди кровью, это никого абсолютно не волнует. Вот такая вот система. Поэтому, понимаете, я очень боюсь, что пока что еще иногда наши люди могут обратиться к узкому специалисту, даже на вторичный уровень. Такого в мире нет, что человек пришел на пропускник какого-то отделения, сказал, что ему плохо, его положили в стационар. В мире такого просто нет, понимаете? Вот. Но в дальнейшем доступ к узкоспециализированной помощи у наших людей будет очень сильно ограничен. Но экстренной такой, как там, не будет. Много лет, поверьте мне. Потому что финансирование, вы же видите, заложили даже меньше, чем планировали. А без денег ничего быть не может. Я уже не говорю о высокоспециализированной, там, на вторичном стационарном каком-то уровне. Поэтому человек должен прийти к своему семейному врачу, и там он расскажет, что, где. У нас есть календарь прививок, пожалуйста, нужно это для его маленьких соблюдать. детей. Это для самых маленьких. А вот для человека, ну вот возьмем среднестатистическую, его ничего не волнует, вроде у него все хорошо и так далее. Но мы знаем, что очень много инфекционных заболеваний, которые не дают о себе знать. Я не знаю, вот что он должен сделать обязательно? Какой анализ крови он должен сдать? Или он должен рентген пойти сделать? Или там, УЗИ пройти? Или что? Вот ваши рекомендации как человека, который всю жизнь занимается этой проблематикой. Понимаете, надо найти хорошего врача. Все равно. Человек хаотично не может ходить и дальше. Кто-то должен оценивать эти результаты анализов. Правда же? Ведь дьявол в нюансах. Да. Анализы могут быть почти нормальными, почти ненормальными. Да. Доктор должен, даже уже видя на конституцию человека, должен уже может понять какие там есть угрозы, склонности и так далее. Кроме того, вы абсолютно правы, есть много скрытых инфекционных заболеваний. То, с чего мы начали. Мир микробов очень прекрасно к нам, ко всем приспосабливается. И вот одной из таких характерных черт эволюции и адаптации микроорганизмов является смещение инфекционной патологии в сторону вирусных инфекций и медленных инфекций. А вирусные инфекции мы практически лечить не можем. Любые противовирусные препараты, так называемого прямого действия, во-первых, на их синтез уходит очень много лет и денег, поэтому они очень дорогие. Я уже не говорю о вирусном гепатите, особенно о гепатите С, ласковый убийца, сколько времени прошло, чтобы были синтезированы препараты инновационного, так называемого прямого действия, но они опять-таки беспрецедентно дорогие, в принципе, также. А это то заболевание, когда вообще у человека ничего не болит, и на сегодняшний день до сих пор это обычно просто случайная находка. Или тогда, когда заболевание переходит в какую-то стадию, человек желтеет. Или когда совершенно, абсолютно правильно. Что касается скрытых инфекционных заболеваний, да, вот как гепатит С, да, вот мы о нем много говорим, то мы все в группах риска, и здесь пока мы все с вами не будем раз в год хотя бы обследоваться экспресс-тестами, хотя бы доступными, то мы никогда не узнаем, инфицированы мы или нет, потому что время от момента инфицирования до наступления терминальных так называемых заболеваний печени в наших условиях 15-25 лет. Вот видите. А туберкулез? Тоже... Ах, открытая форма, этот человек жил с нами в одном подъезде, ходил, здоровался, кашлял, а здесь дети бегали. Вы знаете, с туберкулезом вообще полная катастрофа. Я хочу сказать, что у нас действительно огромное количество больных, у нас атипичных много форм туберкулеза, у нас болеют социально адаптированные люди. То есть они среди нас?
Они среди нас, у нас утеряна система такого контроля над каждым из этих пациентов. У нас много мультирезистентного туберкулеза, у нас болеют медработники туберкулезом. Это вообще нонсенс для всего цивилизованного мира. Я вам хочу сказать, что если бы ранее кто-то из медработников заболел бы туберкулезом, об этом бы ЧП, знала бы вся страна, это было бы ЧП, это были бы уголовные дела, это было бы разбирательство такое, что просто это абсолютно недопустимо. Да. Тем более сейчас с таким количеством. А сейчас мы с вами видим даже вот по тем сюжетам, которые нам готовят журналисты. Человек с туберкулезом приехал, проконсультировался в тубинститут, его там проконсультировали, открытая форма, он дальше сел себе в транспорт и поехал себе там куда-то в регион, где он там где-то живет. Вот, Люди должны понимать, открытая форма, которая передается чиханием, кашлянем рядом стоящему человеку, рядом дышащему человеку. Да? Угу. Мы немножко, наверное, перейдем. Вот высокая температура. Угу. Она же может быть источником всего, что угодно. Да, конечно. Чаще всего это все-таки инфекции. Угу. Что с ней делать? Вот простые очень советы. Вопрос, да, очень хороший на самом деле вопрос, потому что прежде всего надо понимать, что мы с вами созданы таким образом, человек. Вот если человек доживает, я всегда, когда лекции читаю студентам, говорю, если человек доживает до 18-20-летнего возраста, переживает все пубертатные периоды, когда гормональные всплески, тогда проявляется различная, и в том числе и генетическая, может, патология, все, то он нормальный, здоровый, иммунокомпетентный человек. И наша с вами иммунная система борется с возбудителями ежеминутно. Мы спим, а она работает, понимаете? Поэтому мы прекрасная саморегулирующая система. Естественно, возбудитель, вызывая у нас с вами заболевание, стремится доминировать. Ну, отношения те же самые, что в мире людей. Совершенно. И между государствами совершенно. Он старается доминировать. Так вот, для того, чтобы он не доминировал, организм дает вот эту вот температурную реакцию, ставит на место возбудителя. Поэтому температура – это наша с вами защита от возбудителя прежде всего. Поэтому сбивать температуру, конечно, надо, потому что чрезмерная температура, особенно которая злокачественная, так называемая, не снижается жаропонижающими средствами. Кстати, это одно из показаний к экстренной госпитализации. Это так прописано в наших стандартах. Это какая? 39? 40? Любая, 41? даже если 38,5. Вообще температуру до 38,5 лучше не сбивать вообще. Так. Если она 39 и выше... Вызываем скорую. Зачем? Нет? Сразу не надо. Никогда нельзя ориентироваться на один симптом, вот температура тела. Всегда нужно смотреть на общее самочувствие. Есть такие, даже среди респираторных вирусов, есть такие заболевания, при которых температура тела высокая, аденовирусная инфекция, например. Там температура может быть до 40, но человек себя чувствует неплохо, он себе ходит, даже на работу еще может прийти. А вот есть... такие серьезные более заболевания, как грипп, особенно вызванный пандемическим вот этим смертельным штаммом. Там температура может быть 38, а человек не встает, вообще шевельнуться не может. Это дело врача, оценить степень тяжести. А люди должны понимать, что температуру они должны, конечно, сбивать, но особенно у детей нужно начинать ее сбивать с так называемых физических методов охлаждения, то есть брать воду комнатной температуры, мочить там марлю, например, и класть ребенку, да и взрослому можно, на магистральные сосуды. Но особенно дети хорошо отвечают. Это область шеи, печени, паховые складки. А если температура, я повторяю, злокачественная, если этого не помогает, если дали жаропонижающие, а бывает температура чуть-чуть упала, и тут же она опять, то вот это повод вызывать, особенно у детей, экстренную медицинскую помощь, потому что может быть судорожная готовность, может быть тяжелые очень заболевания, может быть, мы все привыкли про грипп говорить, но есть же действительно много заболеваний, протекающих с температурой. Вот, например, этот сезон
сезон ознаменовался смертями детей от так называемой менингококковой инфекции. Она тоже проявляется повышением температуры тела. И в первые часы ничего. Непонятно. Вот это вот сыпь, такая страшная, злокачественная сыпь, которая, когда появляется уже на груди и на животе, тогда всем понятно, уже все бегут в больницу, вызывают скорую. Но эта сыпь в первые часы и минуты заболевания появляются в местах, которые никто туда не заглядывает. Ни домашнее окружение, ни даже иногда доктора. Это, например, стопы, это между фалангами пальцев и так далее. Поэтому еще раз повторяю, такие, да, нужно смотреть вообще за общим таким самочувствием. Но самое главное, вот на что я хочу сделать акцент, сбивать постоянно температуру, потому что очень многие люди, особенно взрослые, активные, которые еще любят на работу походить с температурой тела, они вот не могут понять, что лучше один день посидеть дома и дать организму справиться с болезнью, чем получить затяжное течение заболевания, и потом будешь шататься и ходить на ту работу, шатаясь, несколько месяцев. Да, плюс еще на работе кого-то. Еще и на работе всех перезаражаешь, но мы об этом вообще, как правило, никто у нас в стране не думает. Да. Так вот, постоянно сбивать температуру, аж, знаете, у нас есть люди, которые, особенно мужчины, они же не переносят, для них температура должна быть 36,6, 36,7 это уже повышенная температура. Катастрофа. Катастрофа. Поэтому 37,5, значит, нужно ее сбивать. Конечно, нет. Дайте организму побороть возбудитель. У нас, если от бактерий мы имеем арсенал антибактериальных средств различных, и то сейчас проблема резистентности нарастает, то, я повторяю, против вирусов мы, кроме своего организма, не имеем ничего, кроме нескольких вирусов, которым синтезировали вот эти препараты прямого действия, которые очень дорогие и не всем доступны, ну а для большинства вирусов их просто нет. Что мы порекомендуем держать в аптечке домашнем? Все опять-таки зависит от сезона. Вот сейчас люди любят ездить везде, вот что нам с собой взять, да, потому что в летнее время, вот даже мы слышим вспышки какие, прежде всего диарейных заболеваний. Лето – это время диарейных заболеваний, зима – это время респираторных заболеваний, да, различных. Ну, зима тоже диарейные могут быть, особенно когда Новый год наелись и так далее. То обычно диареи связаны, и с панкреатитами, холециститами. Мы говорим в целом. Обжорством, прямо надо сказать. Да, инфекционные заболевания имеют сезонность, да, определенную. Вот кишечная инфекция – это сезон, летнее время. Поэтому в аптечке, особенно когда человек куда-то едет, надо обязательно иметь различные сорбенты, так как основное, вот сейчас вспышка шаурмой, там все отравились, да, вспышка достаточно серьезная сальмонеллеза, да. Самое неприятное для человека, что может случиться в период кишечной инфекции, они не такие безопасные, особенно для детей. Оно может быть смертельно, потому что дети состоят в большей степени из воды, чем взрослые. Вода, теряется не просто вода, а теряется вода с электролитами. Поэтому нужно восполнять потери жидкости не водой, потому что толку не будет абсолютно никакого. А специальными средствами, электролитами. Абсолютно правильно, которые содержат готовые электролиты, которые можно купить в аптеке, пакетики на литр воды растворять и только этим восполнять. Если не получается, у человека рвота, не может он это принимать, вот это повод для госпитализации, для проведения инфузионной терапии. Если человек находится где-то вне аптечного доступа или не может купить эти средства, этот раствор можно приготовить в домашних условиях, смешав 6 чайных ложек сахара и 1 чайную ложку соли без верха, опять-таки в литре воды. Это тоже получится такой электролитный слабенький раствор. Заменитель такой, походный. Легкий заменитель, да, которым можно немножечко себя восполнять. Кроме того, можно иметь, особенно когда если куда-то человек едет, антибиотики брать с собой.
том числе и широкого спектра, потому что доступа к медицинской помощи может не быть. А вообще, если говорить о том, кто куда едет, то это отдельная тема большого разговора. Это да, это совершенно медицина отдельно, путешествий, она сейчас очень Африка, развивается. Азия, разные. Европа. Мы сейчас привозим такие экзотические, совершенно верно, абсолютно экзотические болезни, которые ну, вообще никогда на нашей территории не встречались. Мы сейчас, помимо проблемы вирусных инфекций, проблемы резистентности, есть проблема возвращения старых инфекций. Дифтерия 90-х, туберкулез, понимаете? Это то, что мы якобы с вами так хорошо победили. Оно возвращается, но оно не просто так возвращается. Оно в усугубленном мстит нам. Оно не такое простое, как было тогда, да? Абсолютно. Оно видоизмененное. Но у нас еще есть какая проблема. У нас много поддельных лекарств. Это тема вообще отдельной передачи. А ведь это же антибиотики. Да. И это мы ими пользуемся в клинике. Да. И мы пользуемся в клинике теми антибиотиками, которые должны работать, а они не работают. И мы вынуждены пользоваться антибиотиками резерва для того, чтобы спасти человека. Естественно, это только усугубляет это распространение этого резистентности. Это более сложный антибиотик. Это очень неприятное такое. Исчезнут ли когда-нибудь инфекции из нашей жизни? Только вместе с нами. Я бы этого не хотела. Никуда они не исчезнут никогда. Ну вы что, нас же окружают не только всякие опасные микробы, а окружают много и полезных микроорганизмов. И вообще нельзя нарушать равновесие в природе. Баланс. За много лет природа... Я всегда за то, что с природой и с инфекциями надо договариваться, уметь умело договариваться. А если это делать не умело, то они не пойдут на переговоры и, еще раз повторяю, преподнесут нам такие сюрпризы, от которых, ну, например, это ж не я сказала, это сказали эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года, заявили, что нас ждет новая пандемия, вызванная пока что непрогнозируемым, неизвестным вирусом, которая по своим масштабам может быть не менее испанки, так называемый. Грипп. Да, но испанский грипп, который унес там до 5% населения земного шара 18-19 год. Так вот, сейчас ожидается, и этому есть ряд, тоже не буду сейчас об этом, тоже долго можно говорить. Сейчас проблема есть преодоление межвидового барьера между возбудителями, это очень опасно. То есть мы болеем теми возбудителями, которыми болели раньше только животные, например. Да, вирус Нипах в Индии унес там тоже много жизни вот недавно. И это очень и очень для нас опасно. Раз это говорят эксперты ВОЗ, значит, правильно они говорят, собственно говоря, есть какие-то такие в природе происходящие изменения, которые очень и очень настораживают. Поэтому надо уметь договариваться, мирно жить, противодействовать, естественно, им надо, но без фанатизма.